Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, как, избегая наезда, автоледи протаранила две иномарки. Когда я поворачивал, никого не было на пешеходной вообще. Подробности крупной аварии. Несовершеннолетняя, без прав, пьяная, за рулем и с беременной подругой на пассажирском сиденье. Будет взыскан данный ущерб с нарушителя, с виновного лица по всей строгости закона. Лада протаранила забор и врезалась в насосную станцию. И погиб на стройке. Предположительно, падение с высоты. Версии гибели 29-летнего мужчины. Это и не только прямо сейчас. Хотела избежать наезда, но не вышло. При этом автоледи протаранил еще два стоящих на светофоре автомобиля. Девушка потом призналась, идущего по пешеходному переходу на зеленый свет человека она заметила только в самый последний момент. Подробности крупной аварии на перекрестке улиц Чистопольская и Бондаренко. Ульяна Гинатуллина. Воду сбила. Основная причина — это давно бы уже растащили. Пассажир «Шкоды» рассказывает, они стояли на улице Чистопольской на светофоре. С Бондаренко выезжал Равон. Автоледи надо было повернуть налево. И во время этого маневра она неожиданно увидела пешехода. Девушка переходила проезжую часть на зеленый свет по всем правилам и прошла уже, наверное, половину пути. Чтобы избежать наезда, водитель Равона ударила по тормозам и вывернула руль влево. Но это не помогло. Сбив пешехода, малолитражку отбросила настоящий на светофоре «Шкоду Октавия» и микроавтобус «Хендай». Пугалась, что пешеход вдруг возник прямо передо мной, перед моей машиной вдруг. Когда я поворачивал, никого не было на пешеходной вообще. Это как-то вдруг, понимаете? Пострадавшую девушку госпитализировали прибывшие на место врачи скорой помощи. Характер и тяжесть ее травм установят в больнице. Автоледи свою вину в дорожно-транспортном происшествии признает полностью, говорит, что ремонт микроавтобуса и легковушки покроет страховая компания. А с пешеходом, даже если у пострадавшей не будет претензий, все равно будет держать связь. В случае необходимости обещает обязательно помочь. Ленар Гинатуллина, Амир Залюшев, «Вызов 112». На улице Николая Ершова столкнулись автомобили Kia Cerato и Kia Rio, едущие в одном направлении до момента аварии. Удар был таким, что в одной из машин сработали подушки безопасности. Во второй они не раскрылись, и водитель, по уверениям очевидцев, сильно ударился головой. Сами же машины после столкновения оказались не на ходу. Причины и последствия дорожно-транспортного происшествия узнала Нафиса Минязова. Девушка просто не убедилась в маневре. Именно невнимательность автоледи за рулем Kia Rio и стала причиной аварии, так считает Руслан Гарипов, пассажир второй иномарки. Две Kia Rio и Cerato столкнулись на улице Николая Ершова. Мужчина рассказал, что с другом направлялись в сторону улицы Космонавтов. Двигались, говорит, по крайней левой полосе, но в какой-то момент прямо перед ними со средней полосы налево начала поворачивать девушка, управлявшая Kia Rio. Произошло столкновение. Автомобиль в идеальном состоянии был. Удар пришелся на передней части обоих автомобилей, повреждена и подвеска передних колес, после чего обе машины потеряли возможность передвигаться самостоятельно. У нас автомобили, в принципе, не едут. Пассажир Kia Cerato рад, что благодаря сработавшим подушкам безопасности они с другом не получили каких-либо травм, в отличие от автоледи. Подушки у ее автомобиля не сработали, и, как рассказала очевидцам, она ударилась головой. Однако, когда на место происшествия прибыли медики, от госпитализации отказалась. Рассказать свое мнение о причинах аварии также не захотела, но вину свою, по словам пассажира Kia Cerato, признала полностью. Сейчас в произошедшем предстоит разобраться автоинспекторам. Один из столкнувшихся автомобилей преградил дорогу трамваем. Теперь, вероятнее всего, предполагаемому виновнику аварии, помимо ремонта автомобилей, будет необходимо оплатить простой общественного транспорта. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, «Вызов 112». Несовершеннолетняя, нетрезвая девушка без водительского удостоверения, управлявшая автомобилем, пассажиром которого была ее беременная подруга, не справилась с управлением, снесла дорожное ограждение и врезалась в здание канализационной насосной станции. Момент происшествия попал в объектив камеры видеонаблюдения. Рамиль Шайдулин посмотрел эти съемки и узнал детали этого происшествия. На кадрах с камер видеонаблюдения, установленных на красном ключе, видно, как 14-я по встречной полосе едет по спуску, приближаясь к кольцу. Мгновение спустя машину заносит, она таранит забор и врезается в насосную станцию. Водитель был несовершеннолетним, 17 лет. Автомобиль находится на специализированной стоянке. Водитель привлечен к административной ответственности. Материал направлен в суд.
Авария произошла в воскресенье утром. Водителем 14-й оказалась 17-летняя девушка. Она была пьяна. На пассажирском сидении ее беременная подруга. Она также находилась в состоянии алкогольного опьянения. Оперативно, конечно, городские службы, забор уже был восстановлен. На данный момент здание КНС повреждено. Будет оценен причиненный ущерб. И в судебном порядке уже предъявлен, будет взыскан данный ущерб с нарушителя, с виновного лица по всей строгости закона. Ни водитель, ни пассажиры не пострадали. К счастью, обошлось без жертв и среди пешеходов. Обычно здесь бывает очень много людей. Могли быть и человеческие жертвы, потому что это очень активный участок пешеходной дороги, на который приходят люди, и молодые, и пожилого возраста, которые здесь прогуливаются, велосипедисты активно участвуют, используют этот участок дороги. И слава богу, что при этом не пострадали люди. Кто владелец автомобиля, где он был в момент происшествия и как несовершеннолетняя нетрезвая девушка оказалась за рулем? Теперь на эти вопросы предстоит найти ответы автоинспектора. Рамиль Шайдуллин, Эльвира Софиуллина, Фахри Исламов. Вызов 112. Один человек погиб, 2 пострадали в результате аварии в Нижнекамском районе. Минувшей ночью на 9-м километре трассы Кармалы-Чистополь автомобиль «Лада Гранта» под управлением 25-летнего водителя выехала на встречную полосу и слетела в кювет, несколько раз перевернувшись. В результате только один из пассажиров «Лады» не получил никаких травм. Альбина Минибаева с подробностями. Автоинспекторы установили, столкновения с другими автомобилями не было. Вероятнее всего, причиной аварии стали действия самого водителя «Лады». Он погиб на месте происшествия. Не справился с управлением, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, совершил опрокидывание во встречном направлении движения. С какой скоростью он двигался, еще предстоит определить. Кроме водителя в автомобиле были 3 пассажира. Один не пострадал, 2 были госпитализированы. На данный момент ему повторно проведены дополнительные обследования. Данных для того, что показаний для оперативного вмешательства нет, поэтому пациент был переведен в травматологическое. А другой пациент сразу был после диагностических мероприятий госпитализирован в травматологическое отделение. На данный момент состояние стабильное, средней степени тяжести, проходит лечение и диагностику. В этом месте, рядом с Кармалами, с начала года это 5-я авария со смертельным исходом. Альбина Минибаева, Александр Комаров, Рафаэль Ракипов и Марсель Джураев. Вызов 112. 26 раз пришлось выстрелить автоинспекторам, чтобы остановить КАМАЗ, водитель которого не подчинился требованию об остановке и попытался скрыться. Все произошло ночью 22 июля. Его инспектор ДТП вместе с сотрудником Росгвардии стали преследовать на Мамадышском тракте. Затем грузовик направился в сторону Высокой горы. На пути туда после 2 предупредительных выстрелов по колесам машины открыли огонь. После 24 выпущенных в сторону КАМАЗа пуль автокран остановился. За рулем был нетрезвый, неоднократно судимый 27-летний мужчина, ранее лишенный водительских прав. Он самовольно взял автокран с территории строительной организации, где работал охранником. Сейчас в отношении него возбуждена целая серия административных дел и грозят 2 уголовных за повторную езду в состоянии опьянения и угон. Нашли лежащим на бетонном полу в луже собственной крови. 29-летний мужчина, сотрудник подрядной организации, ведущий работы на строительстве одного из торговых центров в Нижнекамске, скончался от полученных на работе травм. Анна Городнова пыталась выяснить, как и почему он получил несовместимые с жизнью ранения на рабочем месте. Скажите, пожалуйста, у вас парень в пятницу погиб. Ничего не слышали? Ой, я не могу разговаривать, мне некогда. Мне надо на перевязку бежать. А вы тоже тут пострадали? Нет, не тут. А про парня вообще ничего не знаете? Вообще без понятия, ничего никто не говорит. На стройке избегают каких-либо разговоров о трагедии. Их коллегу нашли без сознания, лежащим в собственной крови. Врачи скорой помощи определили, травмы характерны для падения с высоты. Вызов поступил в 10:57. По месту прибытия бригады, со слов очевидцев, они обнаружили своего сотрудника лежащим на полу, в крови, без сознания. Обстоятельств травмы никто объяснить не может. Предположительно, падение с высоты. Бригадой скорой помощи была оказана неотложная помощь. Больной транспортирован в приемный покой номер 1 травмоотделения с тяжелой черепно-мозговой травмой. Через сутки 29-летний мужчина скончался. После случившегося компания-застройщик провела внутреннее расследование. Сделали вывод: мужчина, занимавшийся стяжкой пола, упал с высоты собственного роста и ударился головой. Мы предполагаем, что, со своей стороны, что, скорее всего, он поскользнулся на бетоне.
на жидком бетоне, потому что иных травм, кроме как травмы головы, у него не было. Без отца остались 3 детей, но от помощи, утверждают представители застройщика, его родственники отказались. Мы встречались с семьей, с родственниками, они к нам приходили, мы с ними разговаривали, но на сегодняшний момент они не приняли нашу помощь. Сейчас следователи проводят проверку, из результатов которой должно стать понятно, почему же именно произошла трагедия. Анна Городова, Наталья Лушникова, Марсель Джураев. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.